Это актуальное интервью на Якутия-24. Первые участники Кубка мира по вольной борьбе продолжают прибывать в Якутск. Накануне прилетели команды Монголии и Японии. Напомним, масштабное и самое ожидаемое спортивное мероприятие года пройдет в предстоящие выходные в Якутске в спорткомплексе «Триумф». О том, как пройдет Кубок мира, какие надежды возлагаются на спортсменов, мы сегодня поговорим с гостем студии, директором регионального центра спортивной подготовки Александром Андреевым. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему Кубок мира проводится именно в Якутске и что значит для Якутии проведение столь масштабного мероприятия? Хочу немножко остановиться на предыстории проведения Кубка мира. Кубок мира командный проводился в 1973 году. В этом кубке участвовали наши именитые спортсмены, заслуженные мастера спорта. Роман Михайлович Дмитриев, Павел Пенегин, где остановились обладателями первого Кубка мира. С тех пор проводится ежегодно, и впервые в России Кубок мира проводился в 1992 году. И так 5 раз проводился. В Москве город 2 раза, в городе Красноярск, во Владикавказе и в Каспийске в 2011 году. И в этом году принимает Россия 6-й раз. Проведение Кубка мира – это, конечно же, очень серьезное и высокое доверие для нашей республики. Мы думаем, что заслужили проведение Кубка мира все-таки развитием вольной борьбы в нашей республике. И благодаря еще нашим болельщикам, которые как нигде болеют за своих спортсменов, за земляков. И, конечно же, благодаря нашему Илдархану, президенту Федерации спортивной борьбы Айсену Сергеевичу Николаеву. Мы все прекрасно знаем вопрос проведения Кубка мира в 2019 году в городе Якутске начался с лета 2018 года, когда Айсен Сергеевич при встрече с президентом Федерации спортивной борьбы Российской Федерации с Михаилом Мамиашвили предложил провести данный Кубок мира в 2019 году в городе Якутске. С тех пор наши болельщики спортивно, общественно наблюдали за этим вопросом. И буквально к концу года пришла хорошая новость о том, что Кубок мира в 2019 году пройдет в городе Якутске. Это, конечно, для нашей республики очень большое и историческое событие, потому что в Республике Саха-Якутия, в Якутске Кубок мира проводится впервые. Это прежде всего пропаганда здорового образа жизни, пропаганда развития вольной борьбы в нашей республике. И самое главное, еще молодые спортсмены, дети сами увидят уровень проведения таких масштабных мероприятий, как Кубок мира. И, безусловно, это демонстрация того, что наша республика, наш город в состоянии принимать такие серьезные международные мероприятия. Да, правильно. В Якутске у нас ежегодно проводятся мероприятия разного уровня. И проводятся всегда на более высоком организационном уровне. Что касается нынешнего мероприятия, представителей каких стран и, самое главное, каких именитых спортсменов мы ждем в Якутске? Принимают участие 8 команд. Это по итогам чемпионата мира 2018 года. Первые 8 команд, занявшие первые 8 места, они принимают участие в этом. Это Россия, США, Куба, Монголия, Япония, Турция, Иран и Грузия. Именитые спортсмены, я бы назвал Абдулрашида Садулаева, олимпийский чемпион, Заурбека Сидакова, действующий чемпион мира по вольной борьбе, Такахаши, Япония, и действующий чемпион мира тоже кубинец Родригес. Таких именитых спортсменов, чемпионов мира и олимпийских призеров много.
А на ваш взгляд, каков прогноз Кубка? Какие слабые, сильные стороны участников? На мой взгляд, наибольший шанс имеет все-таки сборная команда Российской Федерации. Шансы, конечно, есть у всех, но мы будем болеть только за команду России, потому что в составе сборной команды вошли два наших земляка. Это Ариан Тютрин и Виктор Рассадин. Поэтому наверняка все будем болеть за Россию. И насчет сильных и слабых сторон, конечно, каждая команда имеет слабые и сильные стороны. Я думаю, все выиграет та команда, которая на сегодня физически и психически, психологически подготовленная. А именно у нашей команды какую сильную сторону могли бы вы отметить? Но самая сильная школа, все-таки школу имеет именно сборная команда России, потому что это не раз доказывали в Олимпийских играх, в чемпионатах мира. И вот в этих соревнованиях Кубки мира, да, лидерами всегда, в то время еще являлись это сборная команда СССР, США, а сейчас, конечно же, это Россия и США. Поэтому таких именитых спортсменов сборной России очень много, олимпийских чемпионов. И тем более мы принимаем у себя, поэтому я думаю, сборная команда России выиграет этот кубок. Что касается нашей сборной, вы упомянули, да и вся республика с огромным восторгом восприняла известие о том, что в состав сборной попали наши якутские ребята, это Ариан Тютрин и Виктор Рассадин. Как формировался состав всей сборной, насколько он был ожидаем или были какие-то сюрпризы? Раньше сборная команда России формировалась по итогам международного турнира серии Гран-при, это Красноярская, Иван Ярыгин. Сейчас критерии отбора в сборную команду немного изменились. Есть квалификационные соревнования, рейтинговые. Поэтому в 2019 году после проведения международного турнира Иван Ярыгин серии Гран-при во время учебно-тренировочных сборов ребята съездили в Болгарию на международный турнир Данколова. Там участвовали трое наших спортсменов: Рассадин, Тютрин и Григорьев. Так, потом во втором этапе в конце, на прошлой неделе состоялись контрольные схватки. Так, решающую роль сыграли именно вот эти схватки. И по итогам сборов, главный тренер определил состав сборной команды, и, к сожалению, третий наш спортсмен Григорьев Эдуард, призер международного турнира серии Гран-при, не смог попасть. На сегодня соперники Ферзалиев и Абакаров оказались сильнее, чем наш земляк. А что касается ожиданий, сможем ли мы рассчитывать на золотые медали во всех весовых категориях? Вообще, какие планы по медальному зачету? Если победа, то победа какой ценой? Это командный, поэтому общие правила такие, команды борются стенка на стенку. Это зависит от всех членов команды. Поэтому или команда выиграет, если команда выиграет, то, соответственно, все получают золотые медали. Если команда проиграла, второе, третье место, то, соответственно, получают серебро или бронзу. Если проиграть, то все проиграют. Хоть ты выиграл 5 раз или 3 раза. А вся команда не смогла. Да, поэтому это очень интересное соревнование. Тогда вот о формате Кубка мира, как он будет проходить? Так, формат Кубка мира... Как уже говорил, принимает участие 8 команд по итогам чемпионата мира. И на 2 коврах будет соревнование, а в течение 2 дней будут, конечно, работать высококвалифицированные судьи, которых утверждает ЮВВ. ЮВВ – это Объединенный мир борьбы, самый высший орган в мире борьбы, так скажем. Так, и место проведения соревнований тоже все по правилам ЮВВ. Все должно стоять все на местах, люди должны работать все конкретно на местах.
по правилам. Ну и по продажам билетов, вот сейчас билеты закончились, поэтому комиссия решила, прямой эфир будет, фан-зона будет у нас организована в спорткомплексе Дохсун. Там желающие могут прийти и посмотреть. То есть там будет экран? Там будет большой экран и звук, ну, прямой эфир, как там можно почувствовать с всеми друзьями прийти, если не успели купить билет. А то есть любой желающий, да? Любой желающий может прийти и посмотреть, да. Ну и, безусловно, это все будет бесплатно. Это будет бесплатно, да. Ну, естественно, не секрет, что этот чемпионат вызвал небывалый ажиотаж у болельщиков. 15 февраля билеты поступили в продажу и моментально разобрали на центральные места, и на текущий момент билетов в продаже нет уже вообще никаких. В связи с этим интересует схема транспортировки и парковок во время проведения Кубка. На сегодня уже за каждой командой закреплены автобусы, с особым, с логотипом проведения Кубка мира. 2 парковки будут для зрителей. Это по улице Дежнева под мостом, под Сосарским мостом, там достаточно места. Ну и по улице, между улицами Каландрашвили и Петровского есть пустырь, там тоже организована стоянка. Ну и помимо этого на территории Триумфа и Юность будет по пропуску. Спасибо большое. Мы уверены, что организация мероприятия пройдет на высшем уровне. Во время соревнований автобусы будут ходить тоже в штатном режиме, дороги не будут закрываться, поэтому... Транспортный коллапс городу не грозит. Нет, ага. Я хочу, пользуясь случаем, информировать наших телезрителей и болельщиков, о том, что в первый день перед открытием Кубка мира будут с 15:30 будут выдаваться памятные сувениры от ЮВВ. И на первый день, и на второй день. И в конце, в финальной части, во время закрытия тоже будут разыгрываться лотереи. Наших зрителей ждут ценные призы. Да, спасибо. Большое спасибо.